Здравствуйте, уважаемые зрители! Не забываем лайки, дизлайки, подписки, колокольчики. Сегодня я буду вам рассказывать про Абхазию. В Абхазии мы были 2 раза. Первый раз были проездом 1 денек, и 1 раз отдыхали 7 или 8 дней. Было это в 2017 году, но буду такую зарисовку делать устную, потому что вряд ли я когда-то туда съезжу, и вряд ли мне получится снять какие-то видео. Поэтому давайте все устно. Первое видео сегодняшнее – это о том, почему не стоит ехать в Абхазию. Первый, самый главный пункт – это отношение местных жителей к туристам. Они на туристов не смотрят, как на людей, которые приносят деньги. Давайте ситуации разберем. Допустим, заходим мы в ресторан, захотели выпить холодного пива. Подошла барменша, официантка, хозяйка, я не знаю, кто она, и понимает, что мы будем только лишь пить пиво. По одному, возможно, пиву выпьем. Что она делает? Она говорит: ребята, давайте сами вон там налейте себя. Мы говорим: так вроде как пришли в ресторан. Давайте налейте, и мне чаевых не надо. Вот такой вот смысл. Ей не интересен человек. Ей не интересно, зайдем мы потом еще, не зайдем, ей без разницы. Ну, соответственно, мы даже и этого не стали брать. Мы вышли из этого кафе и пошли спокойно восвояси. Поехали на экскурсию, у человека ломалась машина без конца и края. Думаете, он извинился? Нет. Думаете, он подумал вернуть деньги, хотя бы часть? Нет, он не вернул деньги. Он решал как-то ситуацию? Он никак не решал эту ситуацию. Все, для него мы, как говорится, отработанные, мы деньги уже отдали, и он не думает, что мы можем куда-то еще захотеть поехать. Таких ситуаций миллион, миллиард, я не знаю, бесконечно что-то происходит. Дальше, следующий пункт. Абхазия вся в следах после войны. Хотя война была уже 25 лет назад, если не больше. Не будем вникать в эту ситуацию. Абхазия все еще стоят обгоревшие дома. Дома с бойницами, куда стреляли. Их спрашиваешь: а почему так? Они говорят: так у нас же война была. У нас война была, мы ничего не восстановили. 25 лет. Да целые страны отстраивали за 25 лет. Я понимаю, 5 лет прошло, но 25 лет. И это вот отношение людей. Еще стоят дома пустые, где грузины жили, и они их не заселяют. Считают, я не знаю, это не из хороших побуждений они их не заселяют. Они их не заселяют, потому что им вроде как противно туда заселяться. Что-то такое мне говорили. Поэтому очень странно, и ты едешь, многие из нас едут отдыхать 1 раз в год, и когда ты приезжаешь и видишь эти больницы, то многих это удручает. Кстати, это не мой случай, поэтому я просто вам высказываю то, что я увидел, и то, что мне люди некоторые говорили, что ой, как тут так, больница стоит, все расстреляно, обгоревшая машина, даже машины все еще обгоревшие есть кое-где. Третий пункт – плохой сервис. Ну, вообще, плохой сервис, я тоже к плохому сервису не отношусь к плохому сервису никак. Я считаю, что сервис тот, который есть, все. А есть люди, которые, допустим, заменили Турцию на Абхазию и приехали и видят здесь, что здесь творится, как это может быть, тут нету хороших отелей, нету там бассейнов, нету все включено, нет там, чтобы тебе лебезили, там что-то еще делали, без конца подносили напитки. Тут такого нет. В то же время сервис, допустим, отель хороший был, приятный отель, но они пришли к нам убраться 2 раза. И то мы их просили, чтобы они пришли убраться. Можно сказать, что это конкретно этот отель виноват. Но мое мнение, что это, наверное, повсеместно так. Я потому что ни от одного человека слышал, что есть такое дело подобное. Поэтому и плохой сервис, это опять же вот предыдущие истории, что ты приходишь, да, берешь экскурсию, у человека ломается машина без конца, и тебе как бы ничего не компенсируется. В нормальных странах с тебя бы вообще денег не взяли. А Абхазия, поскольку вроде как и не страна, как бы деньги можно взять. Дальше. Отсутствие хорошей еды и отсутствие хороших ресторанов и кафе. Это вообще интересная такая штука. Ты приезжаешь, мы жили в Гагре, это большой, в принципе, курортный город, самый такой основной город. Кафешки есть, но, допустим, мы вот в одной отравились шашлыком, и потом 2 дня лежишь пластом, и это повсеместно. Повсеместно, еды ты хорошей не купишь, рестораны
Ресторанов хороших нет, кафе хороших нет. Следующий пункт, кстати, тоже, что нет магазинов. Магазины есть, но это такие, знаете, совдеповские магазины, где очень скудный выбор, где ты не знаешь, нормально это или нет. Скорее всего, ходят на рынок, конечно, местный. Кстати, на рынке мы тоже были, и на рынке тоже выбор небольшой. Поэтому с продуктами тяжко. Хотя, в принципе, с Россией граница открыта, с Россией можно это везти, но поскольку нет денежных средств, поэтому и нету супермаркетов, и нету просто магазинов, которые были бы наполнены хорошими продуктами. С продуктами тяжко. Это большой минус. Следующий момент. Ну отсутствие супермаркетов, это я сказал. Ну, это вот еда, рестораны, супермаркеты. Все. Нет еды, с детьми туда не стоит, значит, ссылаться. Не знаю, как в санаториях, хотя я знаю, да, что в санаториях кормят неплохо и людям нравится, но за эти санатории приходится выкладывать уже кругленькие суммы денег. И за эти деньги ты бы мог уже поехать в хороший отель в той же Турции там, или в Греции. Шестой, он же пятый пункт, это общественный транспорт. Есть общественный транспорт, это какие-то маршрутки, забитые людьми. Хотя расстояния очень небольшие, по сути, на те же экскурсии мог бы тебя возить общественный транспорт. Но ты не можешь даже там с Гагры спокойно доехать до Нового Афона. Точнее, можешь доехать, но ты должен стоять на трассе, тормозить маршрутку. Маршрутка, скорее всего, будет заполнена. Ты там ждешь следующую или какой-нибудь автобус. В общем, ты должен здесь проявить смекалку, тормознуть кого-то и поехать. Я думаю, что сейчас найдутся люди, которые скажут, что это не так. Но мы попытки делали, и как-то это было неприятно, честно, ездить в этой толпе. В жару, это было не очень здорово, немножко хочется другого. Такси не пользовались, поэтому сказать не могу, сколько это стоит. Хотя спрашивали до Нового Афона, сумма была приличная, как бы это был не наш вариант. Вот очень важный момент, не дай бог, что в отпуске с тобой, что-то с тобой в отпуске случится, куда бежать, где лечиться. И вот мне кажется, что в Абхазии с этим очень плохо, потому что ты смотришь, что все такой упадок везде, и есть у меня в Инстаграме подписана на девушку, на одну, которая живет в Абхазии, я читаю ее блог, я, кстати, ссылку прикреплю, можете посмотреть, и она детей, замужем за абхазом, и детей рожает, уезжает к себе домой в Омск, да, потому что медицины в Абхазии нет, не дай бог что случится, не дай бог тебя какая-нибудь волна там пришибет. И кто тебя будет спасать? Вероятность того, что ты сгинешь в Абхазии, будет выше, чем ты бы где-то на берегу в городе Сочи бы попал под волну и так далее. В принципе, наверное, основные моменты все. Момент с изоляцией есть еще такое, что это непризнанная территория, и пошло-поехало, что можно было бы из Грузии заехать. Много вариантов, если была бы это открытая территория. Но мы то, что имеем, то имеем, про это и говорим. Дальше будет еще видео про хорошую Абхазию, почему стоит ехать в Абхазию. Поэтому подписывайтесь обязательно и ждите нового видео. Спасибо, до свидания.